В своей безусловной любви и вечной благодати Бог посылает меня к вам как архангела Рафаила, посланника исцеления и божественной защиты. Обратите внимание на эти слова, ибо в них заключен свет, рассеивающий тени скорби. На протяжении веков мне доверяли задачу утешать скорбящее сердце, исцелять недуги тела и души и направлять детей Божиих в их земных странствиях. На своих крыльях я несу божественный свет, освещающий темные пути, омраченные болью. Осознайте, что во времена болезни и отчаяния я рядом с вами, готовый направить вам Божию исцеляющую энергию. Призовите мое имя с верой, ибо Бог слышит искренние мольбы и посылает вам необходимое исцеление. Моя цель – облегчить страдания, восстановить здоровье и защитить вас в жизненных битвах. Не бойтесь, ибо вы окутаны мантией божественного милосердия. Доверьтесь могущественному присутствию Бога и исцеляющим благословениям, которые Он дарует через своего архангела Рафаила. Позвольте исцеляющему свету проникнуть во все аспекты вашего существования, принося баланс, восстановление и покой. Откройте свое сердце, чтобы получить божественное прикосновение, которое успокаивает внутренние бури и восстанавливает силы, необходимые для решения проблем. В этот священный момент мы делимся с вами божественным посланием глубокой важности, сообщением, которое выходит за рамки обычного и затрагивает самую глубокую часть вашего существа. Небо с его бесконечной мудростью посылает срочный сигнал, предупреждение о событии астрономической величины, которое вот-вот произойдет в вашей жизни. Ситуация, которая может означать разницу между светом и тьмой, между жизнью и чем-то напоминающим конец. Это откровение несет в себе несравненную серьезность и требует от вас полного понимания и признания того значения, которое оно имеет на вашем жизненном пути. Перед вами лежит перекресток освобождения и трансформации, уникальная возможность, которая обещает невообразимым образом переопределить контуры вашего существования. На этой неделе судьба прокладывает путь, полный проблем и потенциальных неудач, однако Божество со своей безусловной любовью желает вмешаться от вашего имени, изменяя ход этих событий до того, как они обретут форму. С сердцами, полными надежды, мы просим вас приветствовать это небесное послание с той серьезностью, которую оно заслуживает, осветив свои ответы громким «Аминь» отголоском вашей веры и вашей духовной открытости. Небесные наблюдатели в своей постоянной бдительности были тронуты видением возможной катастрофы, бедствия, грозящего кому-то из их близких. В свете ночи, чтобы избежать этой ужасной участи и избежать года, отмеченного трауром, вам необходимо уделять постоянное внимание полному развитию этого послания, участвуя в нашем канале, чтобы обогатить свой разум, открыть двери божественного исцеления, охватывающего каждую боль. Оставьте комментарий 88888, чтобы мы еще раз смогли попросить божественной защиты для наших близких, проявив свою поддержку и защиту от грозящих им невзгод, утвердившись щитом от зависти и будущих невзгод. В ожидании откровения божественной истины этим вечером, это послание является приглашением пройти через циклы невзгод вашего существования в компании ангелов, уверяя вас в благословениях, которые сделают ваши источники процветания процветающими. Игнорирование этого предупреждения может поставить под угрозу вашу веру и открыть дверь темным силам, которые могут похитить вашу судьбу. Комментируйте 660, поскольку мы вместе просим,
чтобы каждый член нашей семьи держался подальше от окружающих нас опасностей и чтобы наши дома были неприступными крепостями для врага. Что ж, именно Бог хочет, чтобы вы победили с верой и настойчивостью. Вы увидите, насколько велико Его благословение. Создатель обещает путь выздоровления и триумфа, умоляя вас сохранить веру и ответить «Аминь». Небесные тайны ждут своего открытия, принося мир и облегчение вашим тревогам. Чистая и искренняя любовь взывает к вам, побуждая вас стойко противостоять разочарованиям. Готовьтесь к испытаниям, которые вас ждут, смело и решительно. Игнорирование этого предупреждения может иметь непоправимые последствия. Заявите о своей лояльности и готовности принять небесные дары через акты веры и приверженности, выраженные. Это переписка. Благодаря этому объявлению с небесного плана мы призваны присоединиться к нашим голосам в хоре веры, признавая божественную поддержку и защиту на протяжении всего нашего путешествия, даже перед лицом штормов. Это приглашение принять вечный свет, освободиться от теней запустения и двигаться вперед к жизни, наполненной бесчисленными милостями и чудесами. Сейчас настало время подтвердить свою веру и приверженность просветленному пути, готовясь получить изобилие, которое ожидает вас во Вселенной, где небесные и космические силы сговорились направлять вашу судьбу. Божественное послание выходит за пределы измерений и касается центра вашей души. Это откровение, полное мудрости и тайны, было организовано самим Божеством, чтобы осветить путь вашего существования, до сих пор затемненного небесными и земными интригами. Непокорная энергия, закаленная в тени, плетет свои интриги с целью проникнуть в ваше путешествие, сея дискомфорт и уныние. Прокомментируйте 50-50. Когда мы молимся за безопасность нашей семьи, не позволяйте никакому злу сотрясать наш дом, ибо по воле Божьей мы обретем мир, твердо стоя в слове и вере. Божья благодать откроется в полной мере. Коварный противник, скрытый среди тех, кого вы считаете близкими, маневрирует в тени, чтобы отклонить ваш путь радости и удовлетворения. Важность разоблачения такой сущности нельзя недооценивать, поскольку божественное предупреждение резонирует с безотлагательностью, предупреждая вас о надвигающейся опасности, которая стремится разрушить ваш мир и гармонию. Чтобы ответить на этот небесный призыв, требуется акт веры и преданности, активное участие в виртуальном сообществе, которое символизирует ваш союз с Божественным, представляет собой не только защитный щит для вашей жизни, но и декларацию непоколебимой уверенности в божественном плане, обещая существование, полное комфорта и спокойствия. Небесные посланники, носители божественных решений, неустанно посвящают себя балансу вашего существа, предлагая вам облегчение и советы для преодоления невзгод. Когда вы принимаете усталость как признак борьбы, Божественное протягивает свои спасительные руки, обещая освободить вас от ловушек и злых слухов, угрожающих вашей сущности. В этот момент уязвимости возрождается надежда на будущее, в котором зло будет изгнано и процветает процветание. Путешествие в это благословенное место наполнено благодарностью, щедростью и сердцем, открытым чудесам Вселенной. Возвышая свою душу в стремлении к чудесам и процветанию, вы присоединяетесь к божественной щедрости, обеспечивая выплату долгов и проявление изобилия во всех сферах вашей жизни. Делясь этим священным посланием,
вы становитесь маяком надежды, освещающим путь тем, кто, как и вы, стремится освободиться от окружающей их тени. Обещание будущего, полного благословений и неожиданных достижений, ожидает тех, кто упорствует в вере, открывая путь к божественному свету. Оставьте комментарий 4040, чтобы мы могли еще раз попросить божественной защиты для наших близких. Пусть наш враг потерпит неудачу в своих попытках против нашего дома, ведь нас охраняет высшая сила. Вера проведет нас до конца, и тогда мы почувствуем истинную силу благодати Божией. В центре этого пути устойчивость становится вашим самым могущественным союзником, несокрушимой силой, которая бросает вызов невзгодам и превращает мечты в реальность. Обещание финансового и духовного благополучия находит отклик на протяжении веков, являясь свидетельством безусловной любви, которая направляет каждый шаг к искуплению. С каждым словом этого послания пишется новая страница вашей жизни, страница, где вера, надежда и любовь переплетаются в божественном ковре, открывая путь к существованию, отмеченному благодатью, миром и процветанием. Бесконечный. Пришло время подтвердить свою веру, открыть свое сердце божественному и стать свидетелем происходящих чудес, которые изменят вашу реальность, направляя вас к будущему, где свет божественности вечно сияет в вашей жизни. Мы испытаем полноту божественной благодати с истиной, запечатленной глубоко в вашем существе. Верьте всем своим существом, что улучшение неизбежно, сохраняйте веру даже тогда, когда тьма кажется непреодолимой, ибо именно надежда ведет нас к победе. Сохраняйте эту веру, двигайтесь вперед, ведь завтрашний день обещает лучи света, и лучшие дни ждут вас. Если вы ищете слушающего уха, знайте, что ваш голос жаждет его, он наслаждается каждым вашим словом, с бесконечной радостью поглощая ваши самые сокровенные мысли. Найдите убежище в священном, святилище прощения и возрождения друга, превосходящего всех остальных. Господь, в Твоей огромной мудрости и любви помоги мне слушать Твой голос, делая мои дни более мирными. Я навсегда благодарен за дарованные мне благословения. И если вы также верите в преобразующую силу молитвы, прокомментируйте 90-90 и приготовьтесь к лавине триумфов, идей и любви на пути к реализации ваших самых заветных мечтаний. Повторяйте горячо: «Я покорю все измерения своей жизни в финансовом, умственном, духовном, эмоциональном и физическом плане. Победа принадлежит мне во имя Божественного». Дорогой, друг, на протяжении всего своего путешествия осознавай, что бывают моменты, когда жизнь течет, но я также знаю, что иногда выбранный здесь путь может быть неверным. Считайте этот переход признаком непротивления. Бог в своей бесконечной мудрости ведет нас удивительными, но необходимыми путями к исполнению желаний нашего сердца. Крайне важно доверять этому небесному плану, поскольку именно он выполняет свои обещания. Помните сильные слова из 7 главы Исаии, которые уверяют нас, что Слово Божье никогда не подводит и всегда достигает своей цели. Пусть эта истина найдет отклик в вашем сердце, ожидая чудес, которые вот-вот проявятся в вашей жизни. С глубокой любовью я заявляю: «Я люблю тебя, Иисус». Мы являемся свидетелями божественного откровения, призыва очистить свою жизнь и отбросить весь негатив. Бог направляет нас с уверенностью, наставляя нас безусловной любовью. Не позволяйте невзгодам ослабить вашу веру, оставайтесь твердыми на пути, освященном Богом.
Давайте поблагодарим Его за безусловную любовь и веру в Его силу. Он планирует великие дела для вашей жизни, даже несмотря на трудности. Знайте, что тот же Бог, который привел вас сюда, поведет вас еще дальше. Позвольте себе попасть в рай. Серафимы стали свидетелями откровений огромной важности. Императивом является полное поглощение каждого фрагмента мудрости, запланированным последним путешествием души. Поэтому Верховное Божество в своей бесконечной доброжелательности горячо защищается от неминуемых опасностей, организованных скрытыми завистниками, которые преследуют ваше существование. В этом критическом промежутке силы зла сговорились разрушить священные узы, связывающие вашу семью. Однако внимательное отслеживание божественных знаков обеспечит вашу безопасность. Под покровительством Творца небесные посланники предсказывают, что, хотя вы прошли через море разочарований, вслед за притоком огромного богатства, вот-вот на горизонте вашей жизни появится заря безмерного финансового процветания. Комментарий 7070. Я призываю нас объединиться в молитве, гарантируя, что наши семьи останутся в безопасности от угроз, а наши дома станут безопасными убежищами, ибо именно Бог избрал нас, чтобы побеждать с самоотверженностью и верой. Мы почувствуем безмерность Его благодати. Дитя обетования, быстро подпишитесь на канал Божественного Откровения и примените печать своей веры, предвкушая каскад благословений, которые ускорят ваш путь. Скрытый враг замышляет ваше падение, но победа обещана тем, кто выстоит. Чтобы ознаменовать наступление эры благодати и чудес, озаряя ваши выходные великолепием и радостью, божественное исцеление достигнет обеспокоенных сердец, в то время как вы сохраняете спокойствие. Архангелы шепчут о неоценимых будущих благословениях и разрешении сомнений предков. Этот лунный цикл будет полон изобилия. Всевышний, хорошо осведомленный обо всех перипетиях вашего существования, сейчас стремится полностью восстановить ваше существо, обещая благоприятные преобразования во всех сферах жизни. Пока вы верно откликаетесь на каждое небесное странствие, объявления надежды будут находить отклик, раскрывая истинные заветы и безусловную любовь, которые вас окружают. Крайне необходима бдительность против темных махинаций, стремящихся положить конец вашему земному странствию. Чтобы защитить вас от тени смерти, которые ждут вас на этой неделе, божественная мудрость смешивается с человеческой искренностью, поднимаясь перед глазами Вечного, как драгоценный камень, требуя вашего полного и немедленного отказа. Держите очи свои зоркими и сердце свое настороже, ибо не всякий приближающийся имеет благородные намерения. Ты будешь творцом грандиозных мечтаний, в которых мы испытаем осознание полноты божественной благодати с истиной, запечатленной в глубинах твоего существа. Верьте всем своим существом, что улучшение неизбежно, сохраняйте веру даже тогда, когда тьма кажется непреодолимой, ибо именно надежда ведет нас к победе. Сохраняйте эту веру, продолжайте идти, потому что завтрашний день обещает лучи света, и лучшие дни ждут вас. Оно доступно тем, кто осмелится следовать божественному посланию до конца. Объявлено, что вскоре вам будет предложена профессиональная возможность, о которой вы так мечтаете. Сохраняйте веру, ибо победа неизбежна. Такое случается, но ваши действия по угождению этому оракулу и его распространению оттолкнут вас назад и покажут, что с этого момента
И если вы доверяете божественным планам и следуете им, перед вами откроется путь, чтобы закрепить вашу приверженность этим планам. Призраки прошлого рассеются, когда ваша финансовая траектория поднимется к вершине успеха, вдали от ранее предупреждаемых вредоносных влияний. Повторяйте горячо: «Господи, я признаю себя Твоим наследником, я полностью вверяю свое существование и свои проекты Тебе, зная, что плоды веры будут собраны». Комментируйте 25-25 вместе, прося, чтобы божественная защита окружала наши семьи, уберегая их от опасности, чтобы враги не имели власти над нашими домами. Ибо нам суждена победа через это слово и эту непоколебимую веру. Божья благодать будет огромной в нашей жизни. Ангелы сообщают, что рассвет этого месяца принесет события, которые наполнят ваше существо надеждой и миром, что станет захватывающим откровением. Жди тех, кто питает истинную любовь и защищает. Ген к своей семье, поскольку они имеют основополагающее значение для их духовного и личностного роста. Иммунитет к невзгодам, ибо бесчисленные триумфы еще впереди. В этот момент перед вами открывается уникальная и драгоценная возможность приглашения войти в царство, где царит свобода, позволяющая пробудить глубокую и подлинную радость. Продолжать идти по пути с бременем болезненных воспоминаний и сердцем, наполненным обидой, это путь невозврата. Я сохранил для тебя любовь невообразимой величины, способную погасить пламя мучительного прошлого, глубоко залечить душевные раны, радикально изменить твое мировосприятие и вселить несокрушимую силу, открыв двери к вечному счастью. Однако крайне важно, чтобы вы осознали, что мое присутствие в ваших снах – непростое совпадение. Когда вы доверяете Богу, Он откроет двери, о которых вы даже не мечтали, и направит ваши шаги на безопасный и просветленный путь. Поэтому сохраняйте веру даже среди невзгод. Вы знаете, что вы не одиноки, потому что Бог на вашей стороне, готовый вести ваши битвы и направлять ваши шаги. Так что поднимите голову, улыбнитесь будущему и позвольте Богу работать в вашей жизни. Помните, что Он – ваш величайший защитник, верьте в Него и станьте свидетелем чудес Его благословений, проявляющихся во всех сферах вашей жизни. Он пишет: «Бог – мой защитник». Давайте вместе помолимся нашему возлюбленному Небесному Отцу. В это время мы смиряемся перед Тобой в молитве, наше сердце переполняются благодарностью за Твою любовь, доброту и милосердие к нам. Ты, Боже, всемогущ и свят, и все же Ты ищешь наше сердце с любовью, называя нас по имени, с нежностью, даже когда мы терпим неудачу. Несмотря на наши слабости, мы глубоко ценим ваше желание поддерживать с нами отношения и тот факт, что вы никогда не готовы покинуть нас, несмотря ни на что. Мы благодарим вас за то, что вы терпеливо преследовали нас и пригласили стать частью вашей семьи. Учитывая, что ваши протянутые руки приветствуют нас и ваши объятия всегда открыты для нас, не хватает слов, чтобы выразить нашу благодарность за ваше постоянное присутствие в нашей жизни. Помоги нам, Боже, полностью понять глубину Твоей любви к нам, чтобы мы могли жить каждый день, зная, что мы Твои любимые дети, о которых Господь заботится и защищает. Дай нам мудрость и силу следовать Твоим путем, даже когда мы сталкиваемся с трудностями. Позвольте нам быть отражением Вашей любви и благодати к окружающему миру. А Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою верность и за то, что Ты никогда не покидал нас.
Помоги нам твердо стоять в нашей вере, всегда полагаясь на Тебя, чтобы мы могли почтить Тебя своей жизнью и прославить Твое имя. Ваши слова учат нас тому, что, совершая ошибки, мы можем с верой обратиться к Вам, открыть свои сердца и попросить у Вас прощения. Удивительно, как сильно Господь хочет нас простить и не дает нам заблудиться в своих грехах. Господь послал Иисуса в мир, чтобы спасти нас, но враг все еще пытается осудить нас, не давая нам попросить прощения. Он настаивает на том, чтобы мы скрывали свои грехи, оправдывались или даже обвиняли других, но мы сопротивляемся. Мы больше не скрываем своих грехов, потому что сегодня решаем представить перед крестом все свои слабости, искушения и грехи. Боже, мы просим Тебя от всего сердца, прости нас. Мы отдаем себя Тебе со смирением и доверием, зная, что Ты милостив и готов принять нас снова. Мы не можем отрицать, что на этом жизненном пути мы будем совершать ошибки, даже если приложим все усилия. Мы осознаем, что мы несовершенны и не способны спасти себя. Вы, создавшие нас, знаете о нас каждую деталь. Ты знаешь, я здесь обращаю внимание на то, что ты не говоришь словами, и понимаю то, что ты не можешь объяснить. Моя любовь превосходит слова, которые слетают с твоих губ или блуждают в твоем уме, а она живет в глубине твоего сердца. Поверьте мне, когда я говорю, что все станет лучше, сохраняйте эту веру в себе, даже когда все кажется мрачным, потому что в конечном итоге надежда – это сила, которая толкает нас вперед. Так что верьте, верьте и продолжайте двигаться вперед, в будущем вас ждут лучшие дни. Если вы ищете кого-то, кто выслушает вас сегодня, знайте, что Бог готов приветствовать вас. Ему нравится разговаривать с вами, Его искренне интересует все, что вы чувствуете, и Он рад услышать ваши самые сокровенные мысли. В нем у тебя есть убежище, где ты найдешь прощение и обновление, Он твой лучший друг. Господь, я осознаю, что Ты слышишь каждую мою молитву, я чувствую Твою любовь в своем сердце, любовь, превосходящую мое понимание. Тренируйте себя в силе молитвы, скажите «Аминь», приготовьтесь к волне завоеваний, которая вот-вот войдет в вашу жизнь, принеся с собой океан финансового процветания и любви. Работа вашей мечты уже в пути, а также лучшие финансовые условия и даже собственное жилье. Повторяйте с убежденностью: «Я преуспею финансово, преуспею умственно, преуспею духовно, эмоционально и физически». Он пишет: «Я восторжествую во имя Иисуса». Дорогой, друг, на протяжении жизни ты будешь замечать, что некоторые люди отдаляются. Это естественно, и иногда важно позволить этому случиться. Иногда путь, который привел вас сюда, больше не тот путь, по которому вам нужно идти. Когда вы увидите такое развитие событий, постарайтесь не сопротивляться. Это означает, что вы вышли на новый уровень в своей жизни, и вам больше не нужно их присутствие, или они просто не успевают за вашим прогрессом. Примите это с пониманием, пусть будет так. Знаете, иногда Бог направляет нас по путям, о которых мы и не мечтали, но которые необходимы, чтобы привести нас к тому, о чем мы всегда мечтали. Очень важно доверять этому божественному плану, потому что именно Господь сдерживает свои обещания и творит настоящие чудеса. И Он подготовлен, Он готов принять грядущие благословения. Предсказывайте, что это ваш сезон, ваше время ярко сиять. Напиши: «Я верю этому, Господь». Помните сильные слова Исайя 55.
11, которые учат нас, что Слово Божье никогда не сходит на нет, а оно всегда выполняет свою цель. Позвольте этому посланию коснуться вашего сердца и примите надежду, которую оно приносит. Вы собираетесь стать свидетелем чего-то необычного в своей жизни. Мне нужно со всей любовью сказать тебе, что я люблю тебя, Иисус. Происходит нечто примечательное. Бог раскрывает скрытых врагов, и в этом отношении у Него есть особая цель. Пришло время очистить нашу жизнь и устранить все зло. Бог шепчет в наших сердцах, подтверждая, что мы на правильном пути. Двигайтесь вперед в этом путешествии, однако имейте в виду, что ваши враги могут вам завидовать, потому что они не хотят видеть, как вы растете и процветаете, но слушайте внимательно. Мой друг, ты не один в этой битве. Бог на вашей стороне, сражаясь за вас в невидимых битвах. Он здесь, несущий справедливость и защиту каждому вашему шагу. Даже посреди невзгод помните, что Божья любовь намного сильнее любого желания или зла. Он любит тебя безоговорочно. Не позволяйте атакам врагов поколебать вашу веру, стойте твердо и идите по пути, который приготовил для вас Бог. Напишите «Спасибо за вашу безусловную любовь». Доверьтесь силе Бога и осознайте, что Он планирует что-то великое в вашей жизни. Иногда в этом мире люди могут попытаться причинить вам вред, и вы можете столкнуться с трудностями, однако не теряйте надежды, потому что я преодолел все это. Я хочу заверить вас с полной убежденностью, что тот же Бог, который привел вас так далеко, проведет вас еще дальше. Позвольте Богу появиться в вашей жизни, и все ваши враги рассеются. Позвольте Богу вознестись, и божественные благословения потекут в изобилии. Напечатайте в своем сердце «Бог – мой защитник». Я понимаю, что временами это может показаться пугающим, но не позволяйте страху доминировать на вашем пути, оставайтесь мужественными, потому что сила Божья на вашей стороне. Он – твое убежище, твоя несокрушимая сила, даже когда все кажется невозможным. Верьте, что Он все контролирует. Позвольте присутствию Бога наполнить каждый аспект вашей жизни и почувствуйте мир, который может принести только Он. В ближайшие 12 часов Вселенная будет на вашей стороне, позволяя привлечь в свою жизнь положительные энергии. Помните, что Бог всегда впереди вас в любой ситуации. Соблюдение их рекомендаций никогда вас не разочарует. Бог хочет улучшить ваше финансовое положение, но просит вас быть бдительными, поскольку игнорирование этого сообщения может привести к убыткам. Ангелы предупреждают, что вашу семью могут ожидать трудные времена, если вы проигнорируете это сообщение. Пожалуйста, напишите 2014 14 минут с просьбой о единстве в вашей семье, и пусть Бог защитит вас от негативного влияния этого мира. Сегодня ночью могло случиться что-то ужасное, но милость Божия защитила тебя. Выразите свою благодарность, поставив лайк. Аминь. Ангелы говорят, что за последние несколько ночей негативные мысли пытались вторгнуться в ваши чувства и заставить вас принимать плохие решения. Бог просит вас оставаться сильными и не поддаваться греху, потому что он может привести вас к безнадежной жизни. Теперь прокомментируйте: «Господи, исцели нас, чтобы Бог выступил вашим врачом, исцелил ваши раны и решил большинство ваших проблем».
Господь говорит, что добиться успеха и осуществить все свои мечты – это мир, если вы продолжаете верить и следовать Его словам. Сынок, ты только что получил великое благословение, которое на этой неделе принесет на твой банковский счет значительную сумму денег. Она будет благословлена. Бог позаботится о всех членах вашей семьи, испытывающих трудности, и позаботится о том, чтобы вы направляли ваше плавание, принося спокойствие в ваши бурные воды. Бог хочет передать важное послание: вы не одиноки. Он уверяет, что вы преодолеете все трудности в своей жизни и просит вас доверять Ему. Теперь напишите: «Боже, я верю в Тебя», чтобы отметить начало нового этапа вашей жизни, где все будет под божественным руководством, пока вы строите что-то великое. Ангелы указывают на то, что на этой неделе Бог предложит вам возможность привлечь значительное богатство для своих инвестиций. Не расстраивайтесь, потому что Бог наблюдает за вами. Из любви к Иисусу Христу я ценю помощь, которую вы мне оказали. Я надеюсь, пожалуйста, Боже, что вы поверите мне и стратегии, которую я приготовил для вас, несмотря на то, что сейчас вам может быть трудно. В ближайшем будущем они изменятся к лучшему. Ты мог бы снова посвятить себя мне и искать способы наслаждаться жизнью каждый день. Я знаю, что по Твоей воле я не могу быть обузой в данный момент, но если по Твоей воле я выживу, тогда я способен и выживу. Спасибо, Господь, за то, что сохраняешь меня сильным. Я намерен жить, если Ты этого хочешь, хотя трудно предсказать, что нас ждет в будущем. Скорее всего, ситуация улучшится, если вы сохраните свою веру еще на несколько дней, недель или месяцев. Даже если мы не можем видеть будущее, иногда оно может быть уместным. Нынешнее состояние мира ужасно, но молитва – мощный способ общения с Богом, и Он может удовлетворить любую просьбу. Поэтому даже если вы не верите, что молитва может достичь своей цели, думать, что она принесет пользу вашим близким, всегда хорошо. Я очень беспокоюсь о следующей неделе, потому что она может оказаться для меня очень прибыльной. В ожидании того, что может случиться в течение недели, я не собираюсь менять свой уровень счастья или готовности. В настоящее время я не собираюсь торговать своим уровнем энтузиазма или подготовки. Моя помощь тебе больше не нужна. Моя защита никогда не ограничивалась только тобой. Она всегда распространялась на вашу семью и близких и будет продолжать распространяться и в будущем. Поверьте мне, когда я говорю, что я поддерживал вас во всех испытаниях, с которыми вы сталкивались. Я готов помочь вам. В данный момент я не готов оказать какую-либо дополнительную помощь, даже в контексте юмористического анекдота. Если вы скажете что-то плохое о себе или о нас, все перестанут нести чушь о себе и о нас. Мы с Богом сказали тебе остановиться. Будьте уверены, что вы справитесь с этим, и помните, что Господь, ваш Бог, на вашей стороне. Поскольку Господь с вами в этом путешествии, вам не следует бояться их или проявлять признаки беспокойства. Если ты хочешь расслабиться, знай, что Он ни в коем случае тебя не оставит. Сохраняйте самообладание и силу, независимо от обстоятельств. Бог предусмотрел все ваши нужды, настоящие и будущие, и вы, возможно, придете к пониманию этого. И эта же стратегия применима сегодня и в будущем. Вы также увидите, что эта стратегия была предназначена как для будущего,
так и для настоящего момента. Вы будете искать это место, чтобы набраться смелости и сил, которые вам понадобятся, чтобы противостоять всему, что принесет будущее. Не стесняйтесь спать спокойно, даже когда времена тяжелые, потому что я никогда не оставлю и не проигнорирую вас. Это мой способ выразить свое благословение. В большинстве случаев я обычно могу быть доступным для вас. Я могу быть рядом с тобой немедленно. Я мог бы стать для тебя прочной основой, чтобы снова встать на ноги. Я здесь, чтобы защитить вас, сделать вас лучше и помочь преодолеть жизненные трудности. Если вы когда-либо молились о решении своих трудностей, я ответил на мои молитвы. Большое спасибо за молитвы. Я здесь, чтобы помочь вам и решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Его желание для вас состоит в том, чтобы вы действовали смело и без страха во всем, что вы делаете. Отправляйтесь в путешествие, не позволяя страху сдерживать вас. Это то, чего хочет для вас Бог. Теперь давайте перейдем к следующему важному этапу вашей жизни. Поскольку вы подвергнетесь испытанию, все ваши надежды и мечты сбудутся, и вы будете благословлены множеством выгодных обстоятельств. Если вы утверждаете, что верите в Бога, вам следует посмотреть это видео от начала до конца. Молитвы моего ребенка услышаны, и вы можете обнаружить, что ответы на вашу историю актуальны и включают такие слова, как «благословен», «исцелен» и «очень востребован». В течение следующих 3 месяцев в вашей жизни и жизни ваших близких могут произойти существенные изменения, и вам может быть трудно им доверять. Мой Спаситель и Защитник, Господь, также известный как Иегова. Он единственный Спаситель в моем затруднительном положении, потому что я верю, что Бог спасет меня от моей уловки 22. Конечно, если вы думаете, что это правда, я могу помочь вам почувствовать себя лучше, если вы несчастны. Хотя это кажется невозможным, Библия обещает, что Бог обеспечит вас электричеством, когда вы почувствуете, что не можете идти дальше. Если хочешь, я придумаю, как это осуществить. Все скоро изменится по сравнению с тем, что есть сейчас. Прямо сейчас все движется в направлении, которое принесет вам пользу в долгосрочной перспективе. Грядут серьезные изменения. Некоторые люди смеются над тобой за твоей спиной, но Бог говорит, что они не осознают, что ты победишь, потому что веришь в Меня. Они не понимают, что ты мне доверяешь, а значит, у тебя есть шанс добиться успеха. Те, кто оскорбляет вас за вашей спиной, не понимают, что вы выиграли гонку. Знай, как много для меня значит твой гений и как я тобой восхищаюсь. Ваша жизнь вот-вот достигнет несветского знания. Любовь, целебная энергия и процветание – это все, что у вас всегда есть в ситуации, когда вам нужно что-то принять. И если вы сохраните верность Господу и свою веру в Него, Он сможет чудесным образом избавить вас от забот и изменить вашу жизнь к лучшему. Пусть вы также почувствуете Его страсть и желание. Бог обещал, что вам никогда не придется занимать деньги, просить что-либо или бороться за что-либо еще. Ваша жизнь складывается такой, какой вы ее всегда себе представляли, полной успеха и счастья. Помимо того, что их голоса замолчат, любой, кто открыто не согласен с вами или с направлением, которое вы в настоящее время следуете, столкнется с последствиями.
Ваше чувство одиночества должно перестать существовать согласно Божественному, потому что я подобен тени, которая следует за вами, куда бы вы ни пошли. Вы можете быть уверены, что я всегда буду рядом с вами. Рассчитывай на то, что я буду рядом с тобой большую часть времени. Что бы ни случилось, идут ли дела гладко или совершенно не по плану, обычно ты можешь рассчитывать на то, что я останусь рядом с тобой. Вы можете рассчитывать на то, что я удовлетворю ваши потребности, когда дела пойдут хорошо. Самое важное, что произошло со мной сегодня, это то, что ты обращаешь внимание на то, что Бог говорит тебе. Слишком сильное беспокойство заставляет вас расти и оказывает на вас слишком сильное давление. Если вы спросите меня о любой проблеме, я смогу найти способ ее решить и преодолеть. Вы, вероятно, не знаете, что вам скоро будут даны поистине благотворные откровения о том, что я ваш Бог. Очень маловероятно, что вы знаете эту информацию, потому что я стою рядом с вами. Вам не нужно сдаваться или бояться. Не позволяйте трансконтенту отпугнуть вас. Если вы хотите достичь своих целей, я могу помочь вам стать сильнее физически и морально. Если верить Библии, то есть цель поддерживать жизнь каждого человека, и я могу предложить вам свою твердую руку для достижения справедливости. Бог по многим причинам должен существовать в той или иной форме, в противном случае это бесполезно. Вы можете обнаружить, что находитесь в отличной психической и физической форме просто потому, что живы прямо сейчас. Как только вы сможете отказаться от своей вредной привычки. Поклоняйтесь Господу и помогайте тем членам вашей семьи, у которых мало денег. Ты – главное событие моего дня. И каждое из твоих изысканных качеств со временем подчеркивается и проявляется. Ваш путеводный свет будет становиться все ярче и ярче прямо на наших глазах. Находиться здесь – это то, что мне нравится. К сожалению, есть некоторые вещи, которые вы не можете изменить в пути, по которому уже прошла ваша жизнь. Даже если это приблизило вас к вашим краткосрочным целям и будущему, которое вы себе представляете. У вас есть ограниченное время, чтобы воспользоваться этой возможностью. Поскольку это то, с чем вы не можете не бороться, вы не можете не чувствовать, что оно возникнет в вашем далеком будущем. Будущее может предложить множество подходящих событий. Постоянная молитва и вера в Божий план для вашей жизни может увеличить вероятность того, что вы увидите трансформацию, которую она вызывает. Верный своей форме, сегодняшний день принесет вам избыток любви, исцеления и изобилия, которого вы заслуживаете, и вы испытаете много исцеления и большой любви к своему любимому человеку. Книга с точки зрения любви, исцеления и изобилия. Сегодня для вас будет решающий день. Доверие к типу 111 приведет к выдающемуся дню для вас. Сегодня вы собираетесь получить послание, которое окажет глубокое и продолжительное влияние на вашу жизнь. Я открою небеса и залью все, о чем ты просила, моя самая прекрасная малышка. Собирайте припасы, ведь я хочу выполнить это задание как можно быстрее. Большинство из вас надеялись и мечтали об этом, и я собираюсь открыть врата небесные и дать их вам, как сказал Иисус. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не может сделать это. В противном случае я могу иметь какое-либо общение с Отцом, кроме как через меня. Именно это имел в виду Иисус, когда говорил:
«Я есть путь, истина и путь жизни». Я слышал, что разговоры происходят в местах, где вы лично не были, и эти разговоры поддержали ваше призвание. Я также заметил, что происходили похожие разговоры. Бог предоставит вам невероятные возможности на протяжении всей вашей жизни. Я искренне надеюсь, что вы воспользуетесь этим шансом. Уровень вашей физической подготовки начнет повышаться, и ранее закрытые двери внезапно откроются. Вы достигнете всех своих целей, ваши молитвы будут услышаны, и вы сразу поймете, что общаетесь с нужными людьми. Кроме того, вы узнаете, осознали ли вы, что у вас уже есть все, чего только может пожелать ваше сердце. Теперь, когда все готово к отправке заказчику. Для того, чтобы это началось, вы должны как можно раньше выработать привычку приносить Богу величайшую благодарность. Немедленно выразите Ему благодарность и начните праздновать Его многочисленные победы. Все, о чем вы думали, теперь начинает материализоваться в реальном мире. Поэтому первое, что вам следует сделать, это начать выражать особую благодарность за то, что у вас есть, как только вы сможете этим распоряжаться. Если вы хотите максимизировать свою эффективность, вам следует предаваться только хорошим мыслям. По словам Бога, лучшие дни твоей жизни уже здесь. Чтобы вы обрели это видение и восторжествовали над ним, я могу только молиться, чтобы Бог, дающий вам силу и ободрение, даровал вам это в соответствии с вашими общими христианскими взглядами. Я собираюсь спросить вас, как вы будете воспринимать вещи, что вы будете воспринимать вещи в этом свете. Это моя надежда и молитва, даже если в данный момент это не кажется таковым. В конечном итоге все сложится к лучшему, даже если вы не осознаете этого сейчас. Возможно, сейчас вы этого не увидите, но в конце концов все будет хорошо. Стресс исчезнет сам по себе, если вы просто поверите в выбранное вами божество. Даже если вы не можете это осознать сейчас, в долгосрочной перспективе все будет осуществляться впервые. Даже если вы не можете осознать это сейчас, в конечном итоге это будет упражнением в совершенстве. Ваша скромность по отношению ко мне принесет мне похвалу. Пока вы можете сохранять свою веру в меня, будьте уверены, что я могу поднять вас и осыпать благословениями, пока вы доверяете мне. Согласно библейскому учению, ключ к полноценной жизни – проявлять доброту к другим. Обещаю показать вам только лучшее. Ваше доверие ко мне будет расти, пока вы его сохраняете. Чтобы доказать мне, что вы готовы быть смиренными, вы должны верить во Вселенную и помнить, что ужасные вещи, которые заставляли вас плакать, в конечном итоге пройдут и заменятся благословениями, радостью, смехом и любовью. Вы должны знать, что это правда, и уже принять это. Вы хотите принять эти факты, чтобы вы могли признать их истинность относительно чего-либо на данном этапе. Вы должны доверять Вселенной, верить, что в конце концов все получится. Есть ли что-то, чего вы надеетесь достичь, о чем я не упомянул? Сохраняйте мужество и внутреннюю силу, которые вы культивировали. Господь, который ведет вас, также может видеть, что вы делаете. Не стоит этого бояться, ведь за вами будут следить, куда бы вы ни пошли. Определенная вещь очевидна. Он, возможно, никогда не покинет вас, поэтому не нужно унывать. В наши дни плохой день практически не случается.
Неожиданные возможности уже на горизонте, и вам следует подготовиться к радикальным переменам в своей жизни. Если все достижимо, то все будет работать у вас прямо сейчас. Моя плохая новость в том, что сегодняшний день для тебя сложится не очень хорошо. Важность этих доказательств невозможно переоценить. Поэтому обязательно посмотрите видео целиком, не пропуская ни одной части, чтобы осознать искренние и глубокие предпочтения, которые у вас были в течение долгого времени. Эта неделя также может ознаменовать начало уникальных возможностей. Каждый здесь точно знает, почему это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Очень важно сохранять спокойствие и терпение до тех пор, пока дела не начнут идти на лад. У вас еще есть немного времени, чтобы оставаться спокойным и взволнованным, прежде чем придет ваша очередь. Я Бог Всемогущий, и я хочу, чтобы ты знала, завтра с тобой произойдет что-то невероятно неожиданное, моя дорогая. Ваша жизнь изменится так, как вы даже не можете себе представить, когда вы получите огромное финансовое чудо. Завтра с вами произойдет что-то невероятно замечательное, и я хочу, чтобы вы это поняли. Хорошее эмпирическое правило – всегда не забывать благодарить и использовать то, что вы заработали, чтобы прославить Бога. Это чудо может проявиться через прекращение работы, значительное увеличение текущего дохода или неожиданный приток средств. Помимо огромных изменений в вашей жизни, преобразующая сила Божьей руки подарит вашему телу множество преимуществ, направленных на его улучшение. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео в течение следующих 24 часов. Если у вас есть вера в Бога во всех сферах вашей жизни, включая любовь, деньги и здоровье, я подарю вам необыкновенную радость. Великое финансовое чудо, которое вот-вот будет даровано вам по моей милости, это то, с чем я чувствую себя обязанным поздравить вас в контексте призвания Иисуса. Благодарное сердце и открытый ум примут это лучше. Ваши долги и цены будут урегулированы ангелами, а ваша семья будет защищена от зла. Я дам вам доступ к ресурсам и финансовой помощи, о которой вы раньше даже не мечтали. Чудеса сотворятся для вас, если вы поверите в меня. Мой вопрос заключается в том, хотите ли вы, чтобы у вас были как религиозные достижения, так и одежда. Ваше физическое здоровье, финансовая стабильность и межличностные отношения будут восстановлены благодаря моему благословению. Во имя Иисуса вы станете свидетелями поистине замечательных чудес в последние дни этой недели. Вы станете свидетелем значительного улучшения своего профессионального положения, а также значительных достижений и преимуществ, которые могут революционизировать вашу жизнь, ваше экономическое положение, ваше физическое благополучие и ваши отношения с другими людьми. Это может привести к увеличению производства. Я неустанно работаю за кулисами, чтобы организовать события и обстоятельства, которые принесут вам радость и богатство. Это все равно, что получить первоначальные инвестиции в 10 раз больше в увеличенном виде. Да, дитя мое, я завещаю тебе огромное состояние, чтобы ты оставил его своим детям и внукам. Это потому, что есть только один Бог, и самым могущественным посредником, который может объединить людей и Бога, является Иисус Христос. Верьте только в Господа Иисуса Христа, а не в свой разум, и не сомневайтесь в Его обещаниях. Покажите Его Богу во всех своих делах и позвольте Ему направлять ваши пути.
Если вы последуете за Иисусом, Он спасет вас и возьмет на небеса. Он может показать вам путь к внутреннему миру и гордости, если вы последуете Его совету. Да, я могу обещать вам это благословение. Бог благословит вас и вашу семью более полноценной жизнью, если вы подчинитесь Его воле и будете смиренно жить перед Ним. Каждая больная мышца вашего тела почувствует облегчение, когда Он превратит ваши неудачи в триумфы. Моя маленькая дорогая, ты никогда не должна поддаваться желаниям. Я всегда рядом с тобой, наблюдаю за тобой и веду тебя к свету. Кроме того, я молюсь, чтобы Господь услышал и ответил на ваши молитвы о помощи, будь то случайно или силой призыва Бога Иакова. Вы включены, я никогда не брошу тебя, так что тебе нечего бояться. Если бы ты кричал на меня, я бы тебя услышал. Я здесь, чтобы быть твоим родителем, твоим проводником и твоим другом. Я всегда буду готов поддержать вас. Скажите это вслух, пока мы с Богом остаемся с Ним наедине, я в мире. Бог наполняет меня до краев, но мне нечего внести. Это моя песня и мое утешение. Каждый раз, когда мне грустно и одиноко, я обнаруживаю, что ничего не могу сделать. Меня пожирает Бог. Ваши комментарии верны. И не только это, я являюсь всем этим и даже большим. Держите их близко к сердцу, и, возможно, вы обнаружите, что я дам вам силы и утешение в грядущие дни. На этой неделе вы, возможно, начнете ощущать преимущество моих благословений, проявляющихся в вашей жизни. Беспрецедентный уровень богатства скоро станет для вас реальностью. Все ваши усилия видны сверху и говорят, что каждый день, который вы им посвятите, не будет напрасным. Вскоре вы пожнете плоды. Бог хочет даровать вам жизнь в великом процветании. Оставьте «мне нравится» как подтверждение того, что пророчество сбудется. Ангелы предупреждают, что враг готовит ловушки, чтобы попытаться отобрать у вас все раз и навсегда. Но это сообщение спасет вас еще раз. Бог хочет поделиться с вами чем-то важным и обратился с простой просьбой, которая приведет к значительной финансовой выгоде. Просмотрите 61 за 61 минуту, чтобы подтвердить, что вы никогда больше не будете нуждаться и что Бог умножит ваше ежедневное пропитание, обеспечив вам жизнь с избытком. Сынок, помни, что даже когда дела кажутся плохими, Бог защищает тебя от худших ситуаций, потому что Он знает, что для тебя лучше. Бог выразил свое удовлетворение, когда заметил, что вы уделяете больше времени нашим сообщениям. Взамен Он решил подарить вам мир и здоровье для вас и вашей семьи. Ангелы сообщают, что прибытие сюда может спасти вас от чего-то ужасного, что может случиться в ближайшие недели. Бог окружает вас сегодня всей своей любовью, чтобы вы почувствовали Его присутствие в своем сердце и устранили все плохие чувства. Для тех, кто дойдет до конца и насладится всем этим, будет привилегией получить все благословения в двойной мере. Теперь напишите: «Боже, направь меня, чтобы подтвердить, что, даже если вы прошли долину неудачи, Господь дарует вам светлую трансформацию». Бог попросил вас держаться подальше от определенных людей, которые стремятся унизить вас, критикуя и клевеща на ваше имя. Самые могущественные ангелы Бога уже посланы, чтобы устранить любое зло, которое может быть направлено против вас, поскольку Господь формирует ваше будущее в великое богатство.
Теперь Бог открывает, что рядом с вами есть кто-то, кто впечатлен вашим присутствием и не может дождаться встречи с вами. На подходе великое процветание, и Божья справедливость восторжествует над теми, кто пытается унизить вас и помешать вашему прогрессу. Аминь. Улыбнись всему, с чем ты столкнулся, потому что сегодня ты сможешь добиться большого успеха в своей жизни. Теперь напишите 56 через 56 минут, чтобы подтвердить, что все чудеса начнут происходить в ближайшие 33 часа. Готовьтесь к новому будущему. Бог приносит хорошие новости в вашу жизнь, и благодаря этому сообщению вы насладитесь многими другими благословениями, которые только начались. Бог обратился к тебе с просьбой, сын мой. В конце этой молитвы вы станете частью этого нового пути, на котором многие дела пойдут хорошо. Не бойтесь, когда вы сталкиваетесь с проблемами, ибо только доверяя Господу всем своим сердцем, Он выведет вас из этой тьмы к свету. Ангелы говорят, что если вы поставите лайк и поделитесь этим сообщением сейчас, в вашей жизни откроются многие двери. Оставьте комментарий 74 за 74 минуты и попросите, чтобы 2023 год и дальше оставался годом многих побед, ведь ваш лучший момент еще впереди. Очень важно, чтобы вы открылись жизни, практиковали прощение себя и энергично и решительно взяли под контроль свою судьбу, избегая непрекращающегося поиска ответов в обыденных и эфемерных источниках. На самом деле вы ищете чудо, божественного вмешательства, которое возможно только при инвестировании в божественное присутствие. Пребывая в вере до конца, нам откроется сущность божественной благодати. Не позволяйте себе соблазниться отвлекающими факторами или обходными путями. Вам не суждено было жить в тени боли или под ярмом рабства. Ваша судьба – пройти путь, полный безграничного процветания. В этот момент я протягиваю тебе руку, готовую вытащить тебя из бездны запустения. Откройте свое сердце, примите эту божественную благодать с распростертыми объятиями и приготовьтесь мужественно встретить завтрашний день под покровом моей любви и доброты. Вам даны вера, силы, мужество и стойкость, чтобы преодолеть любые невзгоды и добиться побед на всех фронтах. Ваша вера – это сила, вы преданный Верховного Бога Царства Необъяснимого. Свяжитесь со мной, поделитесь своей верой без колебаний. Встаньте и посмотрите на жизнь с обновленным духом. Оживите слова, которые звучали в ваших ушах, даже если ваши глаза не видели. Я всегда был рядом с тобой и строил на тебя большие планы. Даже в те унылые моменты, когда ты чувствовал себя одиноким, мое присутствие было ближе, чем ты мог себе представить, защищая тебя от невидимых опасностей. Ваша смелость не поддаваться невзгодам достойна восхищения. Теперь вы понимаете, что это правильный путь. Меня наполняет радость видеть ваше полное доверие ко мне, когда вы выражаете свои потребности, признавая мою безусловную любовь и способность в изобилии обеспечивать ваши потребности. Я собираюсь открыть вам еще скрытые чудеса. Вместе мы будем исследовать новые горизонты благословений, делясь с вами древними секретами и предвкушая милости, которые вот-вот войдут в вашу жизнь. Когда придет время, ваша верность даже в небольших действиях будет вознаграждена старицей. Я буду держать вас под своей бдительной опекой, окружая благословениями и подарками, специально подобранными для вас. Сохраняйте свое смирение и никогда не забывайте,
откуда я спас вас, когда вы вошли в землю обетованную, которую я приготовил для вас. Воздавайте славу и хвалу делами вашей веры. Присоединяйтесь ко мне и молитесь вместе о защите нашей семьи от всех невзгод, чтобы наш дом мог стать нерушимым убежищем мира от наших врагов, ибо нам суждена победа, руководимая верой и словом. Божественная благодать проявится во всей своей полноте. Приготовьтесь стать свидетелем чудес, которые я запланировал для вас. Я предлагаю вам свою глубочайшую любовь, ту, которая гарантирует вам будущее, полное счастья и благословений, любовь, которая окружает вас, защищает вас и преображает вас с незапамятных времен. С первых шагов я был рядом с тобой, направляя тебя. Ты достойна моей любви, и сегодня я повторяю тебе это. А возлюбленный архангел Рафаил, посланник божественного исцеления, небесный наставник и носитель света, рассеивающий тени скорби, я предстаю тебе со смирением и преданностью. Ты, назначенный Богом облегчать страдания, исцелять раны телесные и душевные и вести нас в нашем земном пути, услышь мои молитвы в эту священную минуту. Архангел Рафаил, мы призываем Твое доброжелательное присутствие в нашей жизни. Распространите над нами свои крылья света, освещая наши пути божественной ясностью. Пусть ваша целебная энергия течет обильно, касаясь каждой части нашего существа, восстанавливая здоровье и гармонию, исходящие из небесного источника. Пусть ваши божественные руки достигнут тех, кто страдает физически, эмоционально или духовно. Вдохновляйте и укреплите нас, доверяя божественному промыслу, который вы представляете. Избавь нас от всякого зла, болезни или препятствия, угрожающего нашему благополучию, и позволь миру, исходящему от Тебя, окутать наше сердце. Архангел Рафаил, небесный врач, направляй нас в поисках истинного исцеления, которое выходит за пределы физической поверхности и достигает глубин нашей души. Позвольте себе вдохновиться божественной любовью, пусть эта энергия окутает нас, как защитный плащ, защищая от всякого невидимого вреда. Даруй нам силы преодолевать трудности, терпение противостоять трудностям и благодарность за каждое получаемое нами благословение. Архангел Рафаил, под Твои крылья мы вверяем наше физическое и духовное здоровье. Мы просим Вас продолжать вести нас на нашем пути самопознания и исцеления. Пусть Твой свет приведет нас к полноте жизни, позволяя нам жить в равновесии, гармонии и общении с Божественным. Прими, великий Архангел врачевания, эту искреннюю молитву, как выражение нашей веры и нашего упования на Твое божественное заступничество. Да будет так, и пусть небесное исцеление проявится в нашей жизни. Аминь.